Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня вторник, 22 мая, и мы рады вас приветствовать. Светлана Звонарева и Влад Портнов. Сегодня весь мир отмечает День биологического разнообразия. Не будем вдаваться в подробности, скажем просто: давайте охранять природу. Ну а сейчас подробнее о том, о чем мы будем говорить в этот вторник. Тяжелое наследство. Разъяснение юриста. Переходят ли долги по наследству? Прострел. Еще прострел. Есть ли профилактика радикулита? Красота по-голливудски. Учимся наносить макияж, как у кинодив. Май на дворе. Женихи и невесты считают дни, когда же он кончится. Ведь жениться в мае всю жизнь мается. Конечно, есть и такие, но все же, думаю, современные люди все меньше верят в суеверие, и все больше в свои силы и любовь. Ведь если ты любишь человека, какая, собственно, разница, когда вы поженитесь, и поженитесь ли вообще? Так, мужчины, вы думаете. И я бы с этим поспорила. Впрочем, обсудим проблемы гражданского брака с психологом чуть позже. А пока сюжет о последних модных свадебных тенденциях. Свадьба – дело хлопотное, поэтому важно подойти к ее организации очень щепетильно. Илина и Тимур – жених и невеста. Торжество наметили на лето, но уже в марте пришли на специализированную выставку, на которой можно познакомиться с последними свадебными тенденциями. Придя сюда, мы нашли сразу все те ответы, которые мы ставили, на те вопросы, которые мы ставили перед собой в организации этой свадьбы, которую мы планируем сыграть. И советую многим парам, которые планируют какие-либо мероприятия, неважно, это никак, это свадьба, приходить на такие выставки, где можно непосредственно с компаниями, которые предоставляют различные услуги по организации мероприятий, обговорить все вопросы на месте. В 2018 году модно оформлять торжество в нежно-постельных оттенках – розовом, голубом, персиковом, светло-желтом, сиреневом. Не хотите нежности? Тогда присмотрите к сочному темному синему. Этот цвет очень моден. А вот в свадебной одежде перемен не случилось. Все так же платье невесты должно быть белым. В моде остается выездная регистрация, а вот самый горячий тренд – жениться за границей. Наша цель была, чтобы свадебный бизнес шагнул как-то так на ногу вперед, да? Люди очень ограничены, к сожалению, в обычной жизни общением, именно профессионалы друг с другом, будущие молодожены со свадебными организаторами, декораторами встречаются достаточно редко в такой независимой атмосфере, да, где ты можешь сделать выбор, посмотреть и оценить рынок. Изменения медленно, но верно претерпевают давние свадебные традиции. Если раньше невеста непременно кидала букет, то сейчас можно просто подарить его любой гости по своему желанию. Ведущий все еще желателен, но продвинутые пары уже устраивают в свадебном пространстве небольшие зоны по интересам гостей. Это могут быть столы для пинг-понга, видеоигры, квесты. В декоре помещения никаких шаров и плакатов, только цветы и лучше живые. А мы желаем Тимуру и Илине веселой и, главное, запоминающейся свадьбы. В нашей студии первый утренний гость – клинический психолог Лилия Бормусова. И поговорим мы с ней вовсе не о свадьбе, а о гражданском браке. Здравствуйте, Лилия. Доброе утро. Лилия, скажите, вы лично за или против гражданского брака? Я не дам конкретного ответа, потому что и ни тот брак, ни другой не даст вам никаких гарантий, но в то же самое время есть и хорошие истории любви и в незарегистрированном браке, и в зарегистрированном браке. То есть, получается, сколько людей, столько и историй разных. Конечно. А стоит ли вообще репетировать гражданский брак перед официальной регистрацией? Пожить вместе какое-то время? Репетиция – это, конечно... С точки зрения, специалиста и психолога, опять же. Давайте тогда, если уж мы поговорили о репетиции, то тогда уж надо порепетировать и рождение ребенка. Собачку можно завести. Как следствие. Нет, именно посмотреть, как пара будет справляться именно тогда, когда уже женщина родит ребенка. Если уж мы Но это ведь такой серьезный шаг рождения ребенка. Это Понимаю. Это же репетиция. Генеральная репетиция, я бы сказала. То есть мы понимаем, что вы против репетиции. Репетиция это... Да, то есть ваше мнение и мнение специалистов все-таки. Репетировать можно всю жизнь, лет 20, чтобы понять. Поэтому никакая репетиция не поможет никак укрепить союз.
Но, возможно, это еще отчасти из-за того, что есть такое общепринятое мнение, что мужчина в гражданском браке чувствует себя свободным. Ну, вроде как штамп. Да он, в общем-то, и в официальном браке иногда чувствует себя свободным, я бы добавила. Но соль в том, что в гражданском браке женщина чувствует себя замужней. Конфликт интересов получается какой-то. Нет, Верно это действительно мы говорим, да? так? Да, это действительно так. Мужчина в гражданском браке по статистике считает себя неженатым. И, ну да, свободным. То есть для него гражданский брак – это еще не окончательный выбор. И плюс это еще снятие ответственности за вообще за семью, за ситуацию в целом. То есть это такие немножко слишком свободные условия для мужчины. То есть... Хорошо, Лиль, другой вопрос. А что может мужчину, в общем-то, заставить уже осознавать, что он в браке, что у него есть ответственность? Что это? Печать в паспорте пресловутая, которой они так боятся? Как ни странно, да. Штамп в паспорте влияет на коллективное бессознательное. Все-таки. Да. Чтобы не говорили, да, что это не важно, не обязательно. Зачем нам штамп в паспорте, мы и так прекрасно живем. Если это не важно, этот штамп в паспорте, тогда вперед. И поставь. Да, вот, аргумент для женщин, да? Ну, хорошо. Допустим, что наша история любви и семьи развивается даже в гражданском браке, и появляются дети. Стоит ли детям объяснять? Родители живут в гражданском браке, и они как бы не муж и жена. Но, с другой стороны, это мама и папа. В общем, как с детьми контактировать и вообще, на эту тему? Лиля, вот являются ли дети уже, наверное, последней какой-нибудь точкой к тому, что вот уже, да, пора бы нам уже официально оформить отношения? Дети вообще вот как-то влияют на эту ситуацию? Нет, не влияют. Есть именно пары, где рождение ребенка никак не заставляет, не стимулирует их поставить печать в паспорте, сделать этот штамп. В то же самое время детям на самом деле не важно, родители в браке или нет. Но где-то лет с 5-6 девочки могут спрашивать у мамы: «Мама, у тебя есть фото?» «Мама, покажи свое свадебное платье». На этот случай фату можно купить, в общем-то, я не вижу здесь таких особых сложностей, чтобы ребенку объяснить. Ну хорошо, вы, мы так понимаем, по настроению, что к гражданскому браку относитесь скорее негативно, да, скептически даже, не негативно. Нет, 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 я же сказала, я не могу дать на это однозначного ответа. Это всегда индивидуальный подход каждой пары в индивидуальности. То есть я, наоборот, могу сказать даже, что в некоторых моментах я рекомендую пожить. Вот, в каких моментах? Кому следует для начала пожить в гражданском браке? Полгода, год? Но ведь это бывает, что затягивается, вроде как бы, а чего? И так хорошо. Бывает, что затягивается, но бывает действительно, чтобы получше узнать партнера, момент такой страсти может быть, и девушка видит в парне полностью идеала, что он вот прям... Ну и парень в девушке, в общем-то. Принц, или парень девушки, и не видит определенных свойств личности, с которым он реально не сможет жить. То есть будет действительно внутренний конфликт. И вот в этих моментах вот лучше все-таки хотя бы вот ненадолго посмотреть друг на друга. Ненадолго, я думаю, это ключевое слово. Не нужно затягивать, конечно, потому что да. потом это уже... Ненадолго, конечно же, всегда ненадолго. То есть вот это вот сожительство временное, оно именно перед свадьбой. А возрастные рамки, то есть 18 лет, хорошо или плохо жить в гражданском браке? 25, 30. Когда это скорее хорошо и когда это уже становится скорее плохо? Тут такого нету понятия, когда хорошо, когда плохо. 18 лет сожительство, оно вообще несерьезное, может быть. То есть там нету вообще никакой ответственности ни у девушки, ни у парня. Там просто есть желание находиться чаще вместе. То есть здесь исключительно нужно оценивать свои эмоции, да, свои чувства, свою любовь. Свою любовь. Все построено на любви, любые отношения. Нет любви, здесь и брак не поможет, действительно. Ну что ж, спасибо за интересный разговор. И мы ненадолго прервемся. Не переключайтесь, впереди еще много интересного. И снова здравствуйте, настало время звездных обещаний. Итак, овны, девиз дня – любовь, гармония и согласие. Сегодня довольствуйтесь тем, что преподносит вам жизнь, не требуя большего. Вторую половину дня проведите с семьей. Тельцы, смело беритесь за все, даже рискованные дела. Возможно, многие желания сегодня могут сбыться. Только нужно быть последовательными в своих действиях. Вечер этого дня лучше провести где-нибудь вне дома.
Неделя началась. Близнецы, сегодня придется много ждать. Не планируйте деловых встреч и не спорьте ни с кем. Во всех отношениях следует быть осторожными. Вторую половину дня посвятите домашним делам. Рак. День благоприятен для любви. Отдавайтесь ей целиком, наслаждайтесь, ведь таких мгновений не так уж много в жизни. Многим ракам сегодня удастся реализовать себя в творчестве. Пойду я что-нибудь нарисую, пожалуй, про любовь. Пожалуйста. Лев, сдерживайте себя и не растрачивайтесь по пустякам. Рекомендуется взять паузу в делах и залечь на дно. Лев на дне, представляешь? Морской лев. Лучше посвятить этот день улучшению здоровья физического и духовного. Девы. День характеризуется усилением воображения, творческих возможностей, фантазии. Звезды советуют в этот день проанализировать отношения между вами и окружающими. Во второй половине дня возможна перемена настроения, ухудшение самочувствия, к сожалению. Ну а мы продолжаем время говорить о здоровье. Радикулит. Кто не слышал этого слова? Иногда так поясницу прихватит, что кричишь от боли. В худшем случае можно на операционном столе оказаться, как случилось с Дильбар Гельмеевой. 4 года тому назад тоже так же. Но не так сильно, как в этот раз. Было тоже онемение чуть-чуть ноги. Ну, тогда обошлись таблетками. А в этот раз уже сильно очень. Сначала спина, потом на следующий день на ноги ушло. Пальцы онемели. Мне вчера сделали операцию. Через неделю, уверяют врачи, Дильбар сможет даже бегать, а причина мучений пациентки была в радикулите и его осложнении в виде грыжи. Радикулит – это воспаление корешка спинного мозга, и в зависимости от уровня воспаления, это может быть и в шейном, и в грудном, и в поясничном отделе позвоночника, будет соответствующая симптоматика. Главный признак радикулита – острые боли в пояснице, шее или грудном отделе позвоночника. Причем боль усиливается при наклонах, скручивании, кашле и даже смехе. Это может быть и сидячий образ жизни. Обычно у людей, кто сидит много за компьютером, жалуются на боли. Ну, как правило, в поясничном отделе позвоночника. Это спортсмены, которые профессионально занимаются спортом. Это люди, поднимающие часто большие тяжести. Ну и есть небольшой процент пациентов, у которых боли в спине могут вызываться различными инфекциями, воспалением. Что же делать? Если болезнь не успела сильно развиться, помогут специальный массаж, гимнастика и медикаменты. Желательно, если бы человек ходил на плавание. Потому что плавание, оно очень хорошо сказывается на позвоночнике. Там задействуются все группы мышц. Есть различные упражнения. Вот одно из эффективных упражнений при радикулите – расслабляющие мышцы. Ваша задача на счет раз поднять ногу вверх, удержать 2-3 секунды, опустить, поднять вверх, носочек тянем, опустить. Теперь можно тот же самый вариант. Ножку пригнуть и прижать к себе, коленки к бедру прижать. Вот таким образом. Нет, это прямая ножка. И вот так вот вместе. Раз. И сжимаем, притягиваем их. Притягиваем, притягиваем, притягиваем. Хорошо. Если не можете сразу, делайте постепенно. Сейчас разработаны целые комплексы специальных упражнений. Совсем другое дело, если боль нестерпима и требуется оперативное вмешательство. Если надобности в операции нет четкого сдавления корешков спинного мозга, в этом случае применяется консервативная терапия. Она включает в себя массаж, физиолечение, электрофорез, магнитотерапия, различные УВЧ, которые снимают эти явления, и человек чувствует себя неплохо. И что же касается хирургического лечения, это хирургическое, сейчас малоинвазивное удаление грыжевого компонента, который давит на корешочки. В любом случае, народные средства и самостоятельное лечение радикулита противопоказано. Лучше проконсультироваться у доктора, чем у деревенского знахаря. Так. Ой. Лежи. Ой, сымай, скорее, стишка закипает. Для тебя, дурак, стараюсь. Ой. И должно закипать. Сымай скорее. Ой. Поднялся ведь?
Бегаешь? Я вас, дураков, бесплатно лечу. А если за деньги, номерки... И снова здравствуйте. Что ж, продолжаем тему здоровья, но с гастрономическим уклоном. Кефир снижает давление при гипертонии, уверяют нас американские ученые. В некоторых случаях причиной ее может быть нарушение баланса кишечной микрофлоры. И пробиотики, содержащиеся в кефире, помогают ее восстановить, а следом и давление снижается. Ну, однако, какова биологическая основа этого явления, ученые пока не выяснили. В общем-то, в нашем рецепте кулинарном кефира нет, потому что... Он есть в магазине. Он есть в магазине, потому что пицца Маргарита делается без кефира. Как именно, сейчас узнаем. А для приготовления пиццы Маргарита возьмите тесто для пиццы, 125 граммов моцареллы, половинки помидоров черри, свежий базилик, горсть натертого пармезана и 100 мл густого томатного соуса. В него положите ложку оливкового масла, измельченный зубчик чеснока, нарезанный базилик. Перемешайте. Тесто тонко раскатайте. Выложите его на посыпанный мукой противень. Смажьте основу соусом, положите моцареллу, черри, листики базилика, посыпьте пармезаном. Запекайте 15 минут в разогретой духовке. Приятного аппетита! И, как всегда, по вторникам мы готовы представить вам мнение малышей о волнующих их вопросах. Сегодня они будут отвечать на вопрос, кто главный в семье. Ну вот, кстати, возвращаясь к нашей первой теме гражданского брака, как ты считаешь, кто главный в гражданском браке? Мама или папа? Тут кто красивее. А что думают дети? Не знаю, но, собственно, сейчас и узнаем. Самый главный – это мой папа. Он такой сильный, что может понять мою сестру и мою маму. А маме 30, а моей сестренке 12. А когда нужно сделать банановые сырники, то самое главное – это мама, а папа не главный. Самый главный в моей семье – это папа, потому что он зарабатывает много денег. Если он бы мало зарабатывал денег, он бы второй стоял. А мама не главная, но я ее очень люблю. Самый главный – это папа, потому что он должен защищать бабушку и маму от всех людей. А когда мы переезжаем к бабушке и дедушке, то самый главный – это дедушка, потому что он все знает. Я его очень люблю. И папа его должен слушаться. Самый главный в семье – это папа и медведь, потому что они оба сильные. Папа может выключать мультики, когда уже рано, ложиться надо спать. Когда папа уезжает на работу или в спортзал, о них заботится мама. Им надо слушать, чтобы никто не хулиганил. И не случился пожар, и не ударил током. В доме всегда кто-то быть, кто главный. Ты знаешь, мне кажется, главная мудрость, чтобы мама давала понять папе, что он главный. Но она-то знает. Но на самом деле счастливые семьи те, кто не выясняет, кто главный в семье, я так думаю. Ну, а есть еще один способ определить, счастливый человек или нет. Вот если человек занимается любимым делом, тогда, в общем-то, можно говорить, что он счастлив. Рассказ именно о таком человеке у нас прямо сейчас.
Сегодня мы хотим рассказать об удивительном человеке, талант которого обнаружился в 11 классе. Именно в это время Дмитрий Железнов решил поступать в музыкальное училище на отделение фортепиано, но опытный глаз педагога обнаружил в молодом человеке талант дирижера. Трудились, занимались сольфеджио, занимались вокалом, фортепиано, и я поступаю в музыкальный колледж в дирижерско-хоровую профессию. Я отучился 4 года по этой специальности в Казанском музыкальном колледже у Венедиктовой Дины Альбертовны и поступаю в Казанскую консерваторию к Альфее Ибрагимовне Запаровой, профессору, тоже на дирижерско-хоровое отделение. И вот уже несколько лет я учусь на втором также отделении в Казанской консерватории у профессора Фирулева Сергея Владимировича на оперно-симфоническом дирижировании. Нам повезло, мы увидели репетицию Дмитрия с оркестром и капеллой мальчиков. В нем видна твердая рука руководителя, который знает, как воплотить в жизнь творческий замысел композитора. Уже через пару минут начнется второй сольный концерт капеллы мальчиков. В первом отделении у нас прозвучит зарубежная классика, русская музыка, русская классика, духовная музыка. Также прозвучат музыкальные загадки, музыкальта башмаклар, композитор Светланы Владимировны Зурюковой, которая сегодня будет исполнять партию фортепиано. Также музыка Эльмира Низамова, где он тоже будет играть за роялем. Прозвучит премьера песни Светланы Владимировны Зурюковой «Гимн Татарстану». Во втором отделении прозвучит месса Ефрема Подгайца, посвященное траурным событиям 2001 года в Нью-Йорке 11 сентября. И вторая часть второго отделения – это эстрадное отделение у нас. Там прозвучит поп-музыка, рок-музыка, спиричуэлы, джаз-обработки таких композиторов, как Майкл Джексон, Фредди Меркьюри, группы Queen и Дюк Эллингтон. Сейчас Дмитрий Железнов учится на 3-м курсе Казанской консерватории. На будущее у него грандиозные планы. Он хочет стать дирижером симфонического оркестра, а также продолжить работать с капеллой мальчиков, которые откровенно рассказали нам о своем руководителе. Он прекрасный человек. Он дирижирует лучше всех. Талантливый, очень хороший. Он лучший дирижер в мире. За 4 года капелла завоевала сердца зрителей не только в Казани, но и в Санкт-Петербурге и Москве. Ребята не собираются останавливаться на достигнутом и планируют покорять новые горизонты. Я счастливый человек. Я 100% в этом уверен, потому что меня окружают самые близкие люди, самые добрые люди, с которыми я иду рука об руку, которые мне помогают. Это мальчишки, мы друг друга учимся, поддерживаем. История нашего героя в очередной раз показала нам, что никогда не поздно начать раскрывать таланты, которые до поры были скрыты. Будьте счастливы! Ну а сейчас анонс программ ТНВМ. Сегодня будет много всего интересного. Смотрите и выбирайте. Люди села, проблемы сельского хозяйства и их решения. Работа на земле ответственная и серьезная. В этой программе молодые за рулем трактора, как на селе прививают любовь к земле. Молочные истории. Система Меркурий поможет сделать правильный выбор. Родная земля сегодня в 10:50 на ТНВ. В российских библиотеках всего 2 экземпляра этой книги в Санкт-Петербурге и Казани. В ней астрономы прошлого изложили все, что знали о звездах и космосе. И даже сделали некоторые смелые открытия. Астрономия. Фолиант в столетнем переплете сегодня в 13:15. Однажды в Ялте я купался в штормовую погоду. Вдруг слышу, кто-то отчаянно кричит: «Тонет!» Подплываю поближе, вижу, в волнах барахтается мужчина. Ну, естественно. И за это вас наградили орденом, так что ли? Мне стыдно за вас. Какие-то детские покупки. Кто меня мог в Ялте наградить болгарским орденом? Мягков против Гафта, следователь Мура против вора по кличке Батон. Психологическое противостояние героев на грани отчаяния и предопределенности. Гонка по вертикали. Фильм по повести братьев Вайнеров. Сегодня в 21:00 на ТНВ.
Утренняя программа «Здравствуйте» готова вас радовать не только в телевизоре, но еще и в интернете. Вы можете найти нас на сайте tnv.ru, ну и, конечно же, в YouTube. Добро пожаловать. И страничка ВКонтакте. Страничка ВКонтакте, обязательно. Утренняя программа «Здравствуйте», и мы вас будем рады видеть. Сейчас небольшая реклама, после чего вы узнаете, что делать, если по наследству вам перешла не только квартира, но и долги. И как сделать голливудский макияж. Дождитесь нас. И снова здравствуйте, всем доброе утро. Мы продолжаем нашу программу прямо сейчас. Обещанные советы юриста. Что делать с долгами, которые перешли к вам по наследству? Здравствуйте, Руслан Эмильевич. Здравствуйте. Когда мы становимся наследниками, мы получаем не только деньги, имущество, но также, возможно, мы получаем и долги. Как узнать, что на самом деле нам достается в наследстве? Итак, для начала нам необходимо обратиться к нотариусу, у которого открыто наследственное дело. Уточнить, обращался ли кто-либо из кредиторов умершего. Уточнить у родственников, друзей умершего, брал ли он кредиты или имелись ли у него какого типа обязательства перед кредиторами. В случае, когда мы не находим подобного рода информации, мы вступаем в наследство. Если мы понимаем, что быть наследником невыгодно, как отказаться? Если мы понимаем, что невыгодно вступать в наследство, мы подписываем письменный отказ от наследства и забываем про долги. Далее судьбу наследства решают государственные органы. Что же, Руслан Эмильевич, спасибо большое за информацию. Если вам не нравятся толстые, темные, нарисованные брови, радуйтесь. Скоро им на смену придут тонкие брови. Об этой тенденции заявили визажисты. Также они пророчат, что скоро на брови мы будем помещать стразы. Ну а еще брови могут стать совсем не физиологического цвета. Синие, зеленые. Ну, в общем, буйство красок и буйство фантазии. Да, но пока это, слава богу, в будущем. Ну а пока сделать голливудский макияж, давайте посмотрим, как делается голливудский макияж. Голливудский макияж – это идеально ровный тон, точеные брови, выразительные глаза с легкой дымкой или стрелками и, конечно же, красная помада. Для выполнения такого макияжа понадобится базовый набор косметики, что делает его универсальным. В сегодняшнем ролике мы покажем вам свой вариант выполнения макияжа в стиле голливудских звезд. Наносим тон кистью или руками, мягко растушевываем бьюти-блендером, особенно тщательно прорабатываем линию роста волос. С помощью консилера маскируем синяки под глазами и мелкие несовершенства кожи. Слегка припудриваем лицо, придавая коже матовость. Тщательно прорабатываем брови цветным гелем для бровей. Переходим к скульптурированию. Наносим базу под тени. Припудриваем веко. С помощью черного карандаша затемняем ресничатую линию внешнего уголка глаз, вытягиваем стрелку и аккуратно растушевываем ее. С помощью теней коричневого оттенка слегка затемняем верхнюю складку века. Наносим на подвижное веко тени оттенка слоновой кости. Слегка выделяем коричневыми тенями нижнюю линию роста ресниц. Тщательно прокрашиваем ресницы. Завершающий штрих – красная помада. Такой макияж станет идеальным дополнением к вечернему или коктейльному платью. Подойдет как для свидания, похода в театр, так и для более торжественных мероприятий. Обязательно попробуйте повторить. Доброе утро! В нашей студии Зиля Валеева, директор музея-заповедника «Казанский Кремль». Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у нас совсем немного времени остается до чемпионата мира по футболу, и мы знаем, что Казанский Кремль не будет в стороне. Что интересного будет для туристов, да для горожан. Не в стороне, в центре будет событий. В центре событий. Да, это неизбежно, потому что на самом деле болельщики, фанаты футбола
хотя и приезжают на матчи, но они, конечно, все пользуются возможностью познакомиться с городом, в который они приехали, с республикой. А в этот раз приедут и гости, которые, наверное, впервые посещают нашу страну, поэтому мы стараемся сделать все для того, чтобы они увезли самые интересные, богатые впечатления. У нас такой опыт уже есть. Я помню, еще совсем недавно, когда проходил Кубок Конфедерации, были такие дни, когда в Кремле вот яблоку негде было упасть, и шло братание болельщиков разных стран, потому что каждые группы приходили со своими знаменами, города Российской Федерации, регионы. И, конечно, тогда у нас был эксперт международный, который приезжал по вопросам Свияжска, и, посмотрев на все это действо, он сказал, вот так должен жить памятник ЮНЕСКо. Практически весь мир у вас, и на самом деле вот такое приятное впечатление у нас осталось. Ну и мы, конечно, гордились, потому что люди, которые приехали в гости, на самом деле пользуются тем, чтобы познакомиться с одним из объектов, который вошел во всемирный список всемирного наследия. Но это и сердце Татарстана, да, в общем-то, считается, конечно, поэтому это обязательно знакомство с Казанью, с Татарстаном, оно правда начинается в Кремле, и поэтому мы пользуемся случаем для того, чтобы рассказать и о своей стране, и о своей республике, и о своей столице. И у нас будет очень много интересных выставок. Достаточно сказать, что вот несколько ведущих российских музеев будут представлять на наших площадках выставки. Это и Эрмитаж с уникальной выставкой «Царские дары», ювелирное искусство, подарки нашим императорам Петру Первому, Екатерине и к их датам. То есть это образцы высочайшего ювелирного искусства, которые всегда пользуются интересом зарубежных посетителей. Я думаю, что и нашим татарстанцам эта выставка будет интересна. Кроме того, мы привозим выставку из Третьяковской галереи. «Передвижники» — это один из ярчайших периодов развития отечественного изобразительного искусства, период, когда шли поиски такого национального самоутверждения, поиски новых образов. Одни имена — Репин, Брюлов, Левитан, Васнецов, Шишкин. Это все не просто имена первого ряда, но и работы тоже точно шедевриального ряда. Поэтому я думаю, что эта выставка, она интересна абсолютно всем. И, конечно, мы представляем и выставку, она у нас плановая, поскольку республика готовится к 100-летию образования Татарской ССР. И у нас есть из этой серии выставка, она посвящена достаточно драматичному периоду истории, сразу после революции, эпохи гражданской войны, какие поиски в Поволжье шли по дальнейшему государственному строительству, какие идеи были, как на фоне таких многоплановых событий, чаще всего трагических, шло становление Татарской ССР. Я думаю, что эта выставка также вызовет интерес. Ну и, конечно, есть такие выставки, они, может быть, небольшие по объему, но очень знаковые. Например, я думаю, что всем, кто приехал в Казань, будет интересно узнать, что отец, основатель видеоарта, думаю, что, я имею в виду Булата Махмудовича Галеева, именно родился в Казани. Вообще все, что связано с современными визуальными искусствами, оно начинало вот здесь формироваться, в Казани. И поэтому мы на фоне 20 его авторских фотографий Старой Казани будем проводить и выставку, и посетители увидят и поющий Шамаиль, и тугры Попова, и перенос музыки на видеоряд, видеоряда на музыку, поэтому такие будут воркшопы, музыкальный образ Казанского Кремля. Я думаю, что это будет на самом деле по-настоящему интересно. Кроме того, мы представляем одну из интереснейших школ иконописи, Ростово-Суздальскую. В музее Благовещенского собора будут представлены два шедевра из этой школы. Это один из интереснейших образов Богоматери, Божья Богоматерь неопалимая Купина, XVI век, и житие святителя Николая. Это начало XVII века. У нас есть такая программа.
все Кремли в гости к нам, и мы стараемся шедевры Кремлей России показывать у себя. И вот в данном случае знакомим со знаменитейшей школой иконописи. Ну, мы понимаем, что выбор выставок Программа грандиозная, да. Невероятный. Выбор будет и разнообразный, и, как всегда, в Кремле, чтобы каждый действительно увидел, посмотрел то, что он хотел бы, поэтому на все, как говорится, вкусы, на все интересы, я бы сказала, будет программа. И важно заметить, что туристы будут из разных точек планеты, и говорят они тоже на разных языках. Как будет выстраиваться контакт с людьми, которые говорят по-английски, по-французски, это более-менее просто, но как испанский подготовленные и так экскурсоводы. далее. К этому ушла большая работа. Во-первых, даже вот, на выставочных пространствах у нас будет 4 основных языка: татарский, русский, английский, китайский. А все остальные языки, для нас это может быть как бы более просто, потому что Кремль действительно работает на разных языках, и у нас есть специализирующиеся экскурсоводы, из восточной страны приехали, из европейского государства или других стран. Мы и в обычные дни работаем с туристами из зарубежных государств, поэтому для нас это, можно сказать, достаточно уже привычная атмосфера, но по каким-то языкам тоже пришлось подтянуться, искать экскурсоводов. Ну и последний вопрос, очень коротко, буквально несколько секунд. Самое главное, режим работы Кремля в дни чемпионата мира. Вы знаете, кроме ведь выставочного пространства, на территории Кремля тоже будут разные действия, фестивали, вот оркестр с Форсанда будет показывать свои программы, фестиваль альтернативной татарской музыки, Сенфест. Это все предполагает, что и Кремль будет работать и в вечернее время тоже, до вечера. Поэтому вот также футбольная ночь в музее предстоит, поэтому один из дней мы будем работать так же, как вот минувшей ночью, практически всю ночь, минувшую ночь в музеях, я имею в виду. Вот 23 тысячи гостей побывало в эту ночь, поэтому ожидаем, что также будет и в дни футбольного больше, я уверена. Да, спасибо большое, очень интересно. Ну а что сегодня в Казани интересного происходит, то узнаем прямо сейчас. Всем привет! Сегодня 22 мая, и с вами, как всегда, Камила Хакимуллина. Сейчас вы узнаете, кто из известных личностей посетит город сегодня. Внимание к сюжетам! The Mamas Bad Boys – звезды мирового блюза. Легендарная американская блюзовая группа возвращается в Россию после длительного перерыва. Блюз, фанк, джаз и рок будут представлены в уникальной манере исполнения с неожиданными стоп-таймами и взрывными импровизационными кульминациями. Семинар доктора Комаровского пройдет в Корстоне сегодня. Кандидат медицинских наук, педиатр, автор книг о детском здоровье Евгений Олегович Комаровский доступно и увлекательно расскажет нужную и полезную информацию для родителей, бабушек и дедушек. Не пропустите! И это еще не все. Продолжайте нас смотреть, ведь далее вы узнаете, какие спектакли ожидают казанцев сегодня. Смотрим! Однажды летним днем. Сюжет пьесы незатейлив. Героиня вновь переживает события молодости, пытаясь понять, что побудило мужа уйти от нее. Это рассказ о том, что в жизни каждого человека бывают ситуации, изменившие его судьбу и его самого. Еще один спектакль вашему вниманию – «Американская шлюха» или «Путешествие по России с папой-алкоголиком». Журналист Джон Паркер пытается выяснить историю своего рождения. Его отец – офицер американской армии. В 40-е годы служил в миссии Красного Креста в Советском Союзе. Именно здесь он встретил любовь всей жизни – Соню Филиппову. Что было дальше, узнают те, кто придет вечером в театр. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Всего вам доброго и пока-пока! Спасибо, Камиле. Настало время для прогноза погоды. Даниил Кинджаев, выходим с ним на связь. Даниил, привет. Ты нас слышишь?
Даниэль. Привет, Привет. привет, Влад, всем здравствуйте, доброе утро. Я, как обычно, с самого раннего утра выбираюсь на прогулку, чтобы рассказать вам о погоде в Казани здесь и сейчас. Но для начала я хочу рассказать вам пару интересных народных примет, которые связаны именно с этим днем. Что ж, давайте начнем. Сегодня 22 мая, и люди верили, что именно до этого дня нельзя купаться в речке, поскольку это считалось большим-большим грехом. Ну и вообще до 22 мая вода не успевает прогреться, поэтому купаться в речке или на озере пока не советую. Ну а теперь о погоде в Казани. Сегодня температура воздуха днем составит плюс 24 градуса. Вечером будет чуточку прохладнее, плюс 13. Поэтому на вечернюю прогулку советую с собой взять легкую курточку. Ну вообще в целом погода будет замечательная. Целый день будет светить солнышко и никаких осадков. У меня на этом все, друзья. Всем отличного настроения. Грейте себя и своих близких. Пока-пока. Спасибо, Даниэль, но судя по ветру, который у него, купаться нет. А мне вот сегодня. интересно все-таки, прыгнул он или не прыгнул? От него всего можно ожидать. Ну, после программы узнаем, собственно. Ну что ж, а сейчас продолжение астропрогноза. Весы, будьте собраннее, исключите суету, пустую болтовню, воздержитесь от тяжелого физического труда. Перерасход энергии крайне опасен, следует приготовиться к вероятным неприятностям и напряженности. Скорпион. Первая половина дня может быть удачной для заключения новых договоров по работе. Вы сможете сегодня кого угодно убедить в чем угодно. Во второй половине дня возможны разочарования, которые будут переноситься вами с трудом. Ну, держитесь, все пройдет. Многих стрельцов ожидают ссоры, но не следует сильно переживать и впадать в уныние. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких, ну или, конечно же, близких родных людей. Не забывайте о полноценном отдыхе. Козерог. Сегодня следуйте принципам экономии и бережливости. Правильно распределяйте финансы. Вероятно, усталость и отсутствие настроя. Здоровье требует особого внимания. Да что ж такое, вторая часть гороскопа. Что-нибудь хорошее давай скажем. Надеемся, что у водолеев что-то будет получше. Водолеи, в этот день полезно ограничить себя во всех наслаждениях. Не реагируйте на то, что происходит, ведь от вас немногое зависит. Вечером нужно быть ближе к природе. Рыбы. День удачен для любой работы. В первой половине дня успеху в делах может помешать излишняя суетливость. Во второй – апатия и лень. Ищите равновесие. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Завтра в 8:10 снова встретимся. Светлана Звонарева. Влад Портнов. С вами на этой неделе каждый день в 8:10 на ТНВ. Увидимся. Пока-пока. Хорошего дня.